Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Приоритетное направление. В Сухуми начал работу первый международный туристический форум «Абхазия. Страна души-2021». Работа над ошибками. Кристина Узган проинспектировала восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы объекты в Очимчирском районе. Безопасность превыше всего. Правоохранительные органы обсудили работу по снижению уровня ДТП. В Сухуми начал работу первый международный туристический форум «Абхазия. Страна души-2021». Торжественное открытие форума прошло в актовом зале Кабинета министров. В его работе принимают участие крупнейшие специалисты в области туризма, страхования, государственные и общественные деятели, журналисты из 66 регионов России. В рамках форума состоялось открытие выставки «Абхазия. Страна души-2021». Министр туризма Тимураз Хишба представил участникам форума проект стратегии развития туризма в Абхазии до 2030 года, а также концепцию летнего туризма Абхазии 2021. На торжественном открытии выступили чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, ректор Российского госуниверситета туризма и сервиса, председатель экспертного совета Федерации по туризму Александр Федулин, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков, президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава, председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Поприветствовать участников и гостей форума пришел президент Абхазии Аслан Бжани. В своем выступлении глава государства отметил важность проведения подобных мероприятий, поскольку туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики страны. Президент выразил уверенность, что на полях форума будут обсуждаться актуальные отраслевые вопросы. Аслан Бжани отметил важность обеспечения безопасности гостей республики, в связи с чем Министерством внутренних дел и специальными службами предпринимаются все необходимые меры. Личный состав переведен на усиленный режим работы. Президент подчеркнул, что Абхазия обладает большим потенциалом в части развития транспортной инфраструктуры и сообщил, что с высокой долей вероятности к январю 2024 года Сухумский аэропорт начнет принимать первые рейсы. Уверен, что на полях форума будут обсуждаться актуальные отраслевые вопросы. Основной задачей считаю выработку комплексных мер и современных подходов к повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы. Не менее важным является обеспечение безопасности наших гостей. В этой связи Министерством внутренних дел предпринимаются все необходимые меры. Личный состав переведен на усиленный режим работы. Как известно, распространение коронавирусной инфекции не обошло стороной и нас. В прошлом году туристический сезон был существенно сокращен. Фактически он начался только 1 августа, что, безусловно, негативно отразилось на экономических показателях. Однако при тесном взаимодействии с коллегами из Российской Федерации мы сумели выстроить эффективную систему борьбы с этой болезнью. Ко всем участникам экономической деятельности применяются повышенные санитарно-эпидемиологические требования. Абхазия обладает большим потенциалом в части развития транспортной инфраструктуры. Считаю необходимым сообщить вам, что осуществляется активное взаимодействие с соответствующими структурами Российской Федерации, связанные с восстановлением Сухумского аэропорта. Ведется работа организационного характера с высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы. Особенное внимание руководства Абхазии уделяет созданию благоприятных условий для инвестиций в туристический сектор экономики. Расширенный репортаж с пленарного заседания первого международного туристического форума «Абхазия. Страна души-2021» смотрите в нашей сегодняшней программе.
В целях обеспечения равного доступа граждан республики к государственной службе, своевременного замещения должностей в администрации президента, кабинете министров, в органах государственного управления, содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава, Аслан Бжани подписал указ о кадровом резерве президента Абхазии. В него включаются государственные служащие администрации президента, кабинета министров, органов государственного управления в возрасте до 35 лет, имеющие опыт реализации значимых проектов, финалисты конкурса молодых управленцев «Гордость Абхазии». Координация работы по формированию кадрового резерва возлагается на заместителя руководителя администрации президента Зураба Каджая. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган проинспектировала объекты в Ачамчирском районе, восстанавливаемые за счет российской финансовой помощи. В районной администрации также состоялось совещание с участием главы района Беслана Бигвава и руководителей профильных служб, где обсуждался вопрос ввода в эксплуатацию городского детского сада, построенного в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Кроме того, обсуждались вопросы реализации мероприятий инвестпрограммы на 2021-2022 годы. Речь идет об освещении участка республиканской трассы Ачамчира-Сухум, ремонте системы водоснабжения и нескольких участков дорог в городе и районе. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Строительство детского сада в Ачамчире началось в 2017 году, а двери садика должны были распахнуться еще в 2019. Однако здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Всему виной ряд выявленных нарушений, сделанных во время строительных работ. В связи с этим администрация района обратилась к главе государства. По поручению Аслана Бжания Министерство экономики образовало рабочую группу, в которую вошли сотрудники УКС, Управление по строительству жилищно-коммунального хозяйства, Министерство образования, генеральный подрядчик и администрация района. Специалистами был проведен детальный осмотр объекта, а затем составлен список нарушений, в который вошли 18 позиций. Одна из основных проблем – трещины на несущих конструкциях. Было принято решение усилить конструкции с помощью ламелей. Есть такая технология, которая позволяет усилять конструкции, где есть какие-то замечания. То есть на сегодняшний момент работы по данному виду замечаний, если так говорить, они были сняты, потому что работы выполнены, работы проводились с помощью организации, которая просчитывала необходимость тех или иных видов ламелей. Они не просто ставятся наугад, а то есть они рассчитываются и подбираются необходимые. Работы были сделаны. Помимо этого, в течение около 2,5 месяцев была дана нагрузка на вышестоящих этажах, да, в качестве испытаний, чтобы понять, пойдут дальше трещины, раскроются ли они, либо появятся еще какие-то деформации, которые мы не можем сегодня увидеть. Способ усиления конструкций с помощью ламелей проводился и ранее в 2 гудаузских детских садах. По словам специалистов, он проверен не раз. Тогда, помните, там выяснилось, что подрядчик положил пластиковую арматуру, Гагарина и Нижний, оба. Пластиковую арматуру, которой не хватало по несущей способности. И мы применили вот эти ламели. До сих пор это все работает очень хорошо, это вопрос нет. То есть это не первый случай, когда мы эту методику применяем в Абхазии. Насколько эффективно проведены работы по устранению нарушений на несущих конструкциях в подвальном помещении, вице-премьер, министр экономики совместно с главой администрации района Бесланом Бигвава и специалистами проверили на месте. Да, вот они идут. Здесь, и вот мы по периметру везде они. Фактически все несущие балки вы укрепили. После совещания в районной администрации и осмотра самого садика совместно со специалистами и главой администрации города вице-премьер, министр экономики Кристина Узган подвела итоги, отметив, что детский сад практически готов к эксплуатации. Осталось только установить резервуар с водой, провести работы по озеленению территории, убрать строительный мусор, а также устранить небольшие проблемы с электричеством. Напомним, речь идет об инвестпрограмме на 2017-2019 годы. Здесь изначально в проекте не было предусмотрено накопителя, то есть необходимо поставить бак. Это первое. Второе, то, что касается вопросов, связанных с поставкой оборудования, инвентаря. Этим занималось Министерство образования. Судя по всему, там комплекс обязательств не был выполнен полноценно. Там разница составила порядка 70 тысяч рублей.
Сразу после того, как эти вопросы будут решены, объект ведут в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 100 мест. Кроме того, в рамках поездки на совещании обсуждались вопросы реализации мероприятий по инвестпрограмме на 2021-2022 годы по Ачимчирскому району. Речь идет об освещении участка республиканской трассы Ачимчира-Сухум, ремонте системы водоснабжения и капитальном ремонте нескольких участков дорог в городе и районе. Общий объем средств, выделенных на Ачимчирский район в рамках инвестпрограммы, составляет 223 миллиона рублей. Из них на освещение республиканской трассы заложено 83 миллиона. На первом этапе будет проведено освещение на участке протяженностью в 19 километров от села Адюбжа до села Тамыш. Завершен капитальный ремонт распределительных электросетей в селах Лабра и Игуада, а также ремонт водозаборного сооружения в селе Мык. Гугут Савардания, Давид Давицба, Абхазское телевидение. Вторые сутки сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии ведут поисково-спасательную операцию в верховьях реки Гумиста. Подробности в репортаже пресс-службы МЧС. Вторые сутки сотрудники МЧС Абхазии ведут поисково-спасательную операцию в верховьях реки Гумиста. 12 мая в 11 часов 20 минут российская туристическая группа запросила помощь у абхазских спасателей. По словам инструктора группы Анны Делевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии. Мы вышли в поход второй категории сложности спортивной. Один из участников был не готов физически, хотя ему предупреждали на тренировке, он тоже отказался. В общем, впервые мы его здесь увидели, он оказался физически не готов. Была погода хорошая, в Абхазии мы в 3-й раз такой маршрут проходим. Мы были не готовы, что так сильно испортится погода. Оставили человека в палатке с едой на перевале, сказали никуда не выходить, что мы пройдем в радиальный выход с одной ночевкой. В это время на этом радиальном выходе на дальней точке нас накрыла непогода. И мы 2 дня пытались через непогоду к нему пробиться, после этого мы поняли, что пробиться к нему уже не можем. И стали спускаться вниз, вышли на связь, и вышли все. Человек остался там, ему было сказано никуда не уходить. Но сейчас вертолет сказал, что его там нету. Я хочу очень вернуться в горы, потому что, по сути, конечно же, это ошибка моя, нельзя было делить группу. Но он был совершенно не готов физически. К полудню 13 мая основная группа российских туристов из 6 человек была доставлена абхазскими спасателями в Сухум. Вертолет МЧС Абхазии провел облет предполагаемого местонахождения оставшегося в горах туриста, однако погодные условия не позволили провести полноценного осмотра местности. Исходя из чего было принято решение направить в верховья реки Гумисты сотрудникам спасательного отряда МЧС Абхазии. Таким образом, поисково-спасательная операция продолжается. Новый пункт милиции открылся в Ачимчире. Об этом материал пресс-службы МВД. Уникальная экосистема термальных источников Ачимчирского района является одним из популярнейших направлений туризма в Республике Абхазия. Многочисленные гости нашей страны, да и жители Абхазии отдыхают и проводят оздоровительные процедуры в селе Кынды-Гитоумыш. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, а также предупреждения и пресечения возможных правонарушений в данных курортных районах готовится к открытию опорный пункт милиции. Первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажибов в сопровождении начальника отдела внутренних дел по Ачимчирскому району и представителей районной администрации посетили действующие и готовящиеся к работе курортные объекты в селе Кынды-Гитоумыш. На сегодняшний день практически все места пребывания отдыхающих оснащены системами видеонаблюдения. Также были осмотрены условия обеспечения безопасности пребывания туристов в общественных местах и дорожная инфраструктура между объектами отдыха и жилым сектором. Как уточнил полковник Ажиба, комплектация сотрудников опорного пункта милиции осуществляется личным составом отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. При возникновении служебной необходимости число сотрудников милиции на данном объекте может быть увеличено за счет командирования сотрудников из других отделов внутренних дел. Уже в ближайшее время к исполнению своих служебных обязанностей на новом объекте охраны правопорядка приступят участковые уполномоченные милиции общественной безопасности.
Посменно на круглосуточное дежурство заступают оперативные сотрудники. Также на опорный пункт выделено 2 служебных автомобиля патрульно-постовой службы. Экипажи патрульно-постовой службы милиции будут курсировать по установленным маршрутам, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность в курортных зонах. С каждым годом растет число туристов, выбирающих для летнего отдыха восточную часть Абхазии. Помимо группового туризма, отдыхающие приезжают в этот район уже традиционно и с семьями. Поэтому растет популярность частного сектора. Открытие пункта милиции, безусловно, необходимое и важное событие. Теперь гражданам будет проще решить проблемные вопросы, а сотрудники милиции всегда готовы оказать необходимую помощь и поддержку гостям и жителям района. Аслан Бжаня поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-Байрам. Праздник завершения поста в священный месяц Рамадана олицетворяет стремление верующих к духовно-нравственному совершенствованию, состраданию к ближнему. Абхазия всегда отличалась веротерпимостью, совместным мирным проживанием людей, исповедующих различные религии. Уверен, что в день замечательного праздника Ураза-Байрам мусульмане республики, наши братья за рубежом, молятся за свою родную землю, за процветание Абхазии, отмечается в поздравлении главы государства. Спикер парламента Валерий Кварча принял депутата Государственной Думы Российской Федерации Олега Колесникова. Валерий Кварча рассказал о работе абхазского парламента, отметив, что в ближайшее время намечается поездка в Сирию. В рамках встречи говорилось о том, что сегодня одной из главных задач государства является обеспечение достойного приема туристов, а также улучшение сервиса и качества их обслуживания. Кроме того, обсуждался вопрос коррупции и необходимости борьбы с ней. Во встрече также приняли участие депутаты Народного собрания. Проблема номер один сейчас – это прием гостей, отдыхающих. Но у нас так сложилась ситуация после войны, что много у нас не доделано, много не восстановлено, но и немало сделано. Но мы ожидаем значительное количество отдыхающих в течение этого лета, осени. Вот. Стараемся. Первый раз я нахожусь в Абхазии. Очень гостеприимные люди, замечательная страна, имеющая очень большое и важное значение, и стратегическое, и экономическое, наверное, и социальное, потому что мы все родом из Советского Союза, то есть у нас одна родина, но вот эти события печальные нас разделили. Сегодня мы все и больше скорбим о том, что все-таки не стало Советского Союза. Но есть сегодня реальная жизнь, есть международная обстановка, которая, в общем-то, наверное, в отношении нас всех достаточно усложняется. Это, наверное, дает импульс, в том числе и для более тесного сотрудничества сегодня в современной международной обстановке. В Генеральной прокуратуре состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики. На встрече обсуждалась работа по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению количества ДТП. Репортаж Смагуланзе. В своем докладе первый заместитель генерального прокурора Дамир Квицения рассказал о работе правоохранительных органов по обеспечению безопасности на дорогах за 2019-2020 годы. За 2 года на территории республики произошло 786 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 117 человек, ранения получили 449. Практически все серьезные ДТП связаны с нарушением правил дорожного движения. В 2019 году из 8 уголовных дел, направленных в суд по обвинению лиц, по вине которых при ДТП наступила смерть человека, в отношении 2 в ходе предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А в отношении 6 лиц, в том числе и по ДТП, повлекшим смерть, избран домашний арест, из которых судами республики только 3 были приговорены к реальному сроку наказания, 2 лица к штрафу, 1 оправдано и 2 уголовных дела на стадии рассмотрения. В 2020 году из 5 уголовных дел, направленных в суд по обвинению лиц, по вине которых при ДТП наступила смерть, в отношении 4 лиц в ходе предварительного следствия была избрана мера пресечения – арест. В отношении 1 лица – домашний арест, из которых судами республики 3 лиц были приговорены к реальному сроку наказания, а 2 уголовных дела на стадии рассмотрения, прекращены на стадии рассмотрения.
Одна из основных причин ДТП – управление автомобилем в нетрезвом состоянии. К примеру, в 2019 году из 400 водителей, совершивших ДТП, 61 находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2019 году в административное законодательство поправки в части ужесточения наказаний за управление транспортным средством в состоянии опьянения, наложение штрафа в размере 200 минимальных размеров оплаты труда не дали существенных результатов, в связи с чем необходимо сформулировать сбалансированные предложения по изменению законодательства и рассмотреть вопросы усиления административной ответственности водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За однократное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии ввести помимо штрафа лишение права управления транспортным средством на определенный срок. Также в целях стимулирования соблюдения участниками дорожного движения правил дорожного движения считаем возможным обсуждение вопроса увеличения размера штрафа и за другие нарушения ПДД. Как отмечалось на совещании, состояние дорожной инфраструктуры, подземных и пешеходных переходов, а также тротуаров в городах и районах, и при этом большое количество автомобилей являются немаловажными факторами ДТП. Причинение вреда жизни и здоровью граждан на автомобильных дорогах Республики Абхазия необходимо обеспечить надлежащий уровень надзора за проведением соответствующими уполномоченными органами своевременных мероприятий по содержанию автодорог, их ремонту и финансированию. Органам ГАИ в соответствии с положением о государственной автомобильной инспекции, утвержден приказом министра внутренних дел от 2009 года, активнее исполнять обязанности по изучению условий дорожного движения, принять меры по совершенствованию организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, согласование в установленном порядке проектов организации дорожного движения в городах и на автомобильных дорогах, программ подготовки и переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения. РУП «Абхазавтодор» предусмотреть необходимое дорожное строительство на обслуживаемых территориях. Как отметил Дамир Квициния, необходим законопроект о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения, который в полной мере отразит порядок освидетельствования водителей, а также организации медпомощи пострадавшим в ДТП. В ходе совещания начальник УГАИ МВД Республики Батал Агрба рассказал о работе подведомственной структуры, отметив, что за последнее время обстановку на дорогах республики удалось стабилизировать. Показатели смертности в ДТП за 4 месяца 2021 года ниже прошлогодних, а количество лиц, привлеченных к административной ответственности, выросло. В целях исполнения поручения президента Республики Абхазия о существенном улучшении ситуации по обеспечению безопасности дорожного движения Управление госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия проводится работа с учетом всех факторов, влияющих на возникновение дорожно-транспортных происшествий. Профилактические мероприятия, проводимые подразделениями госавтоинспекции в соответствии с планами «Безопасный район», «Скрытый патруль» и «Безопасный город», утвержденный министром внутренних дел в мае 2020 года, привели к существенному снижению количества погибших и раненых на дорогах страны. Сократились на 28% количество зарегистрированных автоаварий, на 60% погибших и на 32% пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Подводя итоги совещания, генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба отметил положительную динамику в работе МВД за последние 4 месяца. Проблема на дорогах, она сегодня очень актуальная. И неоднократно глава государства озвучивал и ставил определенные задачи, которые, на мой взгляд, сегодня выполняются успешно. Мы надеемся, что будем продолжать в таком формате и дальше. Готовы вас поддержать всячески. Она не является только проблемой МВД, она касается всей правоохранительной системы. В завершение хочу отметить, что в соответствии с координационным совещанием, проведенным, будет составлен проект постановления, где будут изложены наши предложения. Возможно, если будут замечания, и мы обязательно направим всем руководителям и членам координационного совещания. Адгур Агрба также добавил, что Генеральная прокуратура готова обратиться в парламент, если есть необходимость внесения поправок в законодательство в части ужесточения наказания за нарушение ПДД. Эсма Голанзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
12 мая в Абхазии началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник Ви». Глава администрации города Сухум Беслан Эшба посетил первую городскую поликлинику, где проводится вакцинация. Ознакомился с условиями работы персонала поликлиники. Кроме того, Беслан Эшба побывал в Сухумской инфекционной больнице. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Глава администрации Сухума Беслан Эшба посетил городскую поликлинику номер 1, в которой проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Пока это единственное место проведения вакцинации для сухумчан. Со следующего понедельника откроется еще один пункт в Синопе. На первом этаже поликлиники оборудованы отдельные кабинеты для вакцинации. Беслан Эшба с заместителем Астамура Машуба осмотрели кабинеты. Главврач Сухумской городской поликлиники Лиана Ампар рассказала, как проходит прием граждан. Процесс вакцинации стартовал во вторник. Уже привиты 30 человек. Каждый день принимают по 15 человек, заранее записавшихся на процедуру. Как рассказала главврач поликлиники, накануне обзваниваются люди из списка. После того, как они подтвердят свой приход, привозят обозначенное количество вакцин. Каждому пациенту уделяется по полчаса времени. Кроме уточнения анамнеза и состояния вакцинируемого на первичном осмотре, заполнения анкет и введения самой вакцины, медработники еще некоторое время не отпускают пациента, наблюдают за ним, выявятся ли у него какие-либо побочные реакции. Главврач поликлиники отметила, что наблюдается активность и большой спрос на вакцинацию. Запись у меня пошла и на завтра, и на ту неделю. Я даже не ожидала, что такая будет активность. На встрече главврача поликлиники и мэра обговаривалась возможность увеличения пропускной способности при вакцинировании граждан. Однако решено было оставить прежнее количество. Беслан Эшба подчеркнул, что первыми должны быть привиты медработники. На контроле у вас по количеству людей, так чтобы здесь и столпотворения не было, и в то же момент, чтобы люди знали, когда, в какое время они записаны прийти на вакцинацию. Приоритет определен не нами, определен правительством, в первую очередь медработники, потом все остальные. Беслан Эшба осмотрел кабинеты, которые функционируют в поликлинике, рентген-кабинет, УЗИ и БТИ. В кабинете БТИ, Бюро телесного осмотра, ведется учет тех, кто ежегодно проходит медицинский осмотр для получения медкнижек. Это учителя, работники пищеблоков, мигранты и другие. В картотеке БТИ зарегистрировано чуть больше 2000 человек. Беслан Эшба обратил внимание на то, что это очень мало для Сухума. Заведующая кабинетом медосмотров Вера Казарян рассказала, что каждый год отчитывается перед вышестоящей инстанцией, фиксирует злостных нарушителей пофамильно, которые не проходят периодический медосмотр. Эти списки направляются в СЭС, чтобы уже они принимали меры. Беслан Эшба отметил, что если в управление здравоохранения столицы направят такую информацию, администрация и со своей стороны окажет содействие. Те, кто уклоняются, мы должны знать о них. Ну и вас будет надо еще более, усилить работу. 2000 человек по городу – это мало контроля. Побывал мэр и в кабинете УЗИ. В связи с перебоями в электроэнергии недавно сгорел один из датчиков аппарата УЗИ. Администрация города возьмет на себя расходы по приобретению нового датчика. Написали докладную, мы занимаемся, службой зараз поручено, будет заменен датчик. Замглавы Астамура Шуба, который курирует медучреждение Сухума, осведомлен о проблемах поликлиники по хозяйственной части. В столичной администрации рассматривается возможность обустройства стояночных мест для удобства паркования горожанами своих автотранспортных средств. Возле поликлиники всегда заторы, а подъезжающие паркуются на тротуаре, усложняя передвижение пешеходам. И сейчас в мэрии обсуждаются пути решения этого вопроса. Также обсуждались вопросы, связанные с беспрепятственным водоснабжением и автономным электроснабжением, а также вопрос обустройства самой поликлиники, ремонта внутренних помещений, фасада и забора, который стоит с советских времен и уже накренился. В ожидании капитальных строительных работ коллектив поликлиники поддерживает порядок на прилегающей территории. Сегодня же мэр Беслан Эшба побывал в инфекционной больнице Сухума, где проходят лечение горожане с диагнозом COVID-19. Со знакомительным визитом туда приехал новый министр здравоохранения Эдуард Бутба. Глава столичной администрации рассказал, что сделано в больнице для оказания помощи больным. Сложные препараты – это по линии Минздрава. Остальное, в принципе, идет. Мы, в принципе, все практически заказываем в аптекоуправлении в нашем группе. У нас с ними контракт, договор, заявка приходит в управление здравоохранения, перенаправляем туда и потом что своими силами оплачиваем, что поддерживает капитальный вариант. Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил мэра за проделанную работу, отметив, что собирается пообщаться с главами районов, где проводится лечение ковид-больных. В такое время
Мы все должны быть вместе. Спасибо. Я вот сейчас с инспекционными поездками хочу проехаться по всем лечебным учреждениям нашей страны, побывать во всех городах, где есть лечебные учреждения, пообщаться с больными. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Министр в сопровождении исполняющего обязанности главврача инфекционной больницы Стамура Гуня побывал в красной зоне. На сегодняшний день 35 горожан с диагнозом COVID-19 проходят лечение в этой больнице. Амраевич Бадавидавец Бамадина Бганба, пресс-служба администрации города Сухум. В красной зоне Сухумской инфекционной больницы министр здравоохранения Эдуард Бутба ознакомился с условиями оказания медицинской помощи гражданам, проходящим здесь лечение от COVID-19. Эдуард Бутба пообщался с медперсоналом и пациентами. Он поблагодарил медиков за их самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Министр планирует посетить и другие лечебные учреждения подведомственной системе здравоохранения. Поблагодарить весь медицинский персонал в лице главного врача Стамура Карбеевича, врачей, заведующих отделением, медицинских сестер, санитарочек, просто волонтеров за ваш такой самоотверженный труд в таких тяжелых условиях пандемии мировой. Вы здесь находитесь все вместе, находитесь в красной зоне, работаете на благо наших граждан. Это действительно видно, что коллектив сплоченный, коллектив работает. Я прошел, благодаря Стамуру Карбеевичу, практически зашел во все практически помещения, и лечащие палаты, и служебные помещения, и так далее, и тому подобное. С точки зрения медицины все делается на достойном уровне. Спасибо. На подстанции Сухум-2 проводились плановые профилактические мероприятия. Были заменены 4 секции шин 110 киловольт. Данная подстанция питает часть столицы и новый район Маяк. Отсюда же транзитом электричество поступает в Новый Афон. На этот раз удалось провести работы без отключения части Гудаутского района. Устранением неполадок занимаются работники служб и отдела ВРУП Черноморэнерго. Трансформаторы на подстанции Сухум-2 были заменены еще в 2014 году. Тогда здесь были установлены 2 силовых трансформатора по 16 тысяч киловатт. В течение последних нескольких лет они в зимний период сильно перегружаются. Из-за этого время от времени для поддержания их работы приходится проводить профилактические мероприятия. Значит, у нас по плановой работе, у нас сегодня идут. Значит, трансформатор надо Т1 заменить, значит, все прокладки по 10 киловольт и по 110 киловольт. Вот. И неплановое, неплановых как бы такого, это плановое отключение. И на 10 киловольт, в круг 10 киловольт, там тоже нужно, значит, все фидера отходящие, нужно все обжать, все контакты, взять замеры масла, что состояние масла, чтобы мы могли знать. Министерство обороны Абхазии объявляет прием документов на обучение в Сухумское высшее общевойсковое командное училище в 2021-2022 учебном году. Набор проводится по специальности боевые применения мотострелковых подразделений, гражданская специальность, менеджер по управлению персоналом. Срок обучения 4 года. Прием документов проводится в военных комиссариатах Абхазии по месту жительства до 1 июня. Телефоны приемной комиссии 777 40 07, 922 44 76. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 14 мая в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.